Працягваюцца чысткі, інакш не назваць сярод незалежных СМІ. Надышоў час відавочна да рэгіянальных выданняў. Сілавікі прыйшлі ў рэдакцыю ганцавіцкага часу і да інфармпрагулкі з Лунінца. Паводле інфармацыі нашай Нівы, затрыманага учора галоўнага рэдактара выдання Егора Марціновіча, збівалі ў яго траўма галавы. Але гэта нічога не спыніць. Людзі будуць працягваць атрымліваць інфармацыю, а мы працягнем сваю працу. Для вас працуе Всеволод Шлыкаў і сёння ў выданні. Новая конституция для Беларуси. Поспеть перед Лукашенко. Времени осталось примерно полгода до момента всей этой кампании, или когда это он запустит, непонятно. Пошанцевало, что трапил до российских силовиков. Слышал такие вещи, хотите, как в Беларуси. То есть они пугают не в плане переворота, а пугают в плане, хотите, такой же жести, как силовики производят в Беларуси. Напад на вольнае слова распачаўся далёка не сёння. У прыватнасці нашы журналісты заўсёды працавалі ў цяжкіх умовах, але апошнія месяцы гэта невыносныя умовы працы для ўсіх незалежных СМІ. Але спуціла з аглядам ціску на нас і нашых калегаў. Першая мэтанакіраваная атака на незалежныя СМІ адбылася яшчэ ў жніўні 2018-га, калі пасля ператрусу рэдакцыі Тутбая на работнікаў завялі крымінальную справу па падазрэнні ў несанкцыянаваным доступе да платных паслуг дзяржаўнай кампаніі «Белта». 9 жніўня падчас галасавання Лукашенко адказаў на пытанне журналісткі парталу Ульяны Бабаед у сваім стылі. Вы что, імкнецеся зрушыць уладу, зламаць нешта, укалоць, зняважыць? Што? А пазіцыю Тутбая ведаю і гатовы асабіста з вамі весці дыялог. А калі вы правакуеце, то атрымаеце ў адказ тое ж самае. Няўжо вы не разумееце, што ўсе вашыя хаўруснікі, тутбаеўцы і іншыя свабоды, вы ж самыя мардабою хацелі? Збіванні і затрыманні журналістаў доўжыліся штодня пасля выбараў. Скралі галоўнага рэдактара нашай Нівы Егора Марціновіча. У першыя дні былі затрыманыя 68 журналістаў, абмежавалі доступ да некалькіх дзесяткаў інтэрнэт-рэсурсаў. Найбуйнейшыя грамадска-палітычныя недзяржаўныя СМІ не могуць надрукаваць накладаў. Пазней заблакавалі сайты нашай Нівы і навіны BY, што тагачасны міністр інфармацыі Луцкі патлумачыў аслабленнем пачуцця патрыятызму ў іх. Мы кажем про знішэнне незалежнай прэсы. Я хотел бы адзначыць, что при гэтым вельмі широко выкарыстоўваецца законодательство о супрадзеянні экстремизму. И экстремизм объявляется, обвяшчаецца любые выказанні, якія супярэчаць нейкай генеральнай думцы, прычым нават тыя, якія прагучалі там некалькі гадоў таму. І між тым дзяржаўныя медыа распаўсюджваюць мову варожасці вельмі шырокай на вельмі шырокую частку аўдыторыі. І я баюся, што гэта прывядзе, не баюсь, я ўпэўнены, што гэта прывядзе да наступстваў, якія зусім супярэчаць тым, якія жадаюць улады дасягнуць. З 21 жніўня на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі адбылося беспрэцэдэнтнае паводле масавасці блакавання грамадска-палітычных і інфармацыйных сайтаў. Сярод іх платформы «Голас» і «Зубр», якія назіралі за выбарамі, сайты праваабарончага цэнтру «Вясна», «Белсату», «Еўрарадыё», «Радыё Свабода», Аб'яднанай грамадскай партыі ды партыі «Народная грамада», незалежнага прафсаюзу РЭП. Налёты на офісы і жылыя памяшканні журналістаў адбываюцца цяпер штодня. Нішчаць абсталявання, затрымліваюць і вывозяць у невядомым накірунку, а таксама збіваюць журналістаў. І толькі потым гэта ўсё тлумачаць зачысткай ад нейкага радыкалізму, як агучыў учора супрацоўнік следчага ўпраўлення КДБ Бычак. Гэта ідзе у межах той дамоўленасці, якая была створаная паміж Лукашэнкам і Крамлём. У адказ на дапамогу і падтрымку з Крамля Лукашенко просто вычышчае і выжыгае ўсю інфапрастору і дае гэту інфапрастору у рукі Крамля. Мы гэта бачылі ўжо з холдынгам Лукашэнкі, перш за ўсё з белтэлерадыёкампаніяй. Па-другое, мы пабачылі гэтыя самыя рэчы з іншымі тэлеканаламі. Прапаганда становіцца малаадрознаю ад таго, што паказваюць па расійскім тэлебачанні. Наратывы гэтай прапаганды таксама координуются и сближаются с российской пропагандой, и нават часцяком яны становятся больш радыкальнымі. Тым не менш, рэсурсы, якія працягваюць сваю працу і магчымыя на тэрыторыі Беларусі праз VPN, адраджаюцца. Каля 3 десяткаў чальцоў каманды знішчанага ў Менску 18 траўня таго ж Тутбай, каму удалося выехаць з Беларусі, стварылі новы сайт, які, праўда, у той же дзень заблакавала Міністэрства інфармацыі. Это не только новый бренд, это, по сути, новый проект, который стартует бывшая команда Тутбай, причем часть команды, которая смогла выехать из Беларуси безопасно, и именно эта команда продолжала работу с 18 мая в социальных сетях
И сейчас мы будем делать проект на Зеркало.io, который будет освещать в первую очередь политические и социальные новости. Чорны чацвер перайшоў у такую ж пятніцу. Зранку адбыўся ператрус у журналісткі онлайнера Настасі Занько, якую потым адвезлі на допыт у следчы камітэт. Прыйшлі ў рэдакцыю газеты «Ганцавіцкі час». Пасля ператрусу рэдакцыя «Медіа Палесся» спазнала атаку і іншае лунінецкае выданне «Інформпрагулка BY». Перастаў адкрывацца сайт пра банкі і паслугі «Банкі 24 BY». Непажаданыя госці з'явіліся ў берасцейскага журналіста Максіма Хлебца і Тацяны Смоткінай з Глыбокага. Чыніць ператрусы ў рэдактара першага рэгіёну Паўла Дайліда. Яшчэ адзін рэдактар выдання Олег Супрунюк дасюль не выходзіць на сувязь. Падобна на тое, што апетыт уладаў праз напады на журналістаў і руйнаванне офісаў, што на іх мове называецца зачысткай у барацьбе з гэтак званым радыкалізмам, толькі расце. На гэтым тыдні я размаўляў з Паўлам Латушкам, адным з ініцыятараў гэтак званага праекту гэтак званай народнай канстытуцыі. Ён мае быць альтэрнатывай тым зменам, которые, напэўна, рыхтуе ў галоўны закон краіны Александр Лукашенко. І учора на YouTube-канале палітычнага аглядальніка Дмітрія Балкунца адбылося уступнае абмеркаванне гэтага праекту, як мае выглядаць канстытуцыя ў пераходны перыяд і што будзе прапановаць сам Лукашенко. Абмяркуем, уласна, са спадаром Дмітрыем. Добрый дзень. Вы размаўлялі з Паўлам Латушкам, з Веранікай Цапкала, Сергеем Курэйчкай, Анжалікай Гурбач наконт, уласна, праекту гэтай народнай канстытуцыі. Цікавы ваши ўражанні, наколькі, па-вашаму, дэмакратычныя сілы гатовыя да таго, каб штосьці прадставіць народу? Мне кажется, что это назревшая совершенно инициатива представить проект Конституции, народной Конституции, по которому дальше жить и развивать страну. Мне кажется, что все политические силы в этом абсолютно едины. Могут быть какие-то разногласия там, в каких-то методах или каких-то деталях технических, но то, что есть абсолютный запрос на консолидацию абсолютно всех политических сил, я считаю, это самая разумная инициатива. В прошлом году общество белорусское объединилось в рамках протестного голосования. Я считаю, что сейчас есть прекрасная возможность всем объединиться в рамках инициативы народный референдум, народной конституции, потому что это продемонстрирует возможность граждан самих решать за себя, что дальше делать. Поэтому я вижу абсолютное желание, стремление всех лидеров, и не только политических, но и представляющих разные слои населения, и лидеров общественного мнения. И самое главное, я вижу, что есть такой вопрос со стороны граждан страны, которые тоже не хотят жить с Конституцией Лукашенко. А які варыянт гэтай новай канстытуцыі вам бліжэйшы? Я чому пытаюся? Да прыкладу, гаспадар Сергей Навумчык крытыкуе ледзь не все альтэрнатывы і кажа, што адзіны слушны варыянт – гэта вяртацца да Канстытуцыі 94-го года. Ці вы мяркуеце, што лепш, што варта рабіць цалкам ад пачатку да канца новы цэлы закон краіны галоўны, ці, магчыма, варыянт такой пераходнай канстытуцыі, так як было ў Польшы, дзе былі толькі самыя асноўныя палажэнні, пакуль не была прынятая новая конституция вольной Польши? Это вопрос, который многие задают, он очень правильный вопрос, и, на мой взгляд, тут надо не наломать дров, потому что в условиях текущей ситуации написать идеальную, красивую конституцию невозможно. Вообще, если мы там вспомним конституцию Речи Посполитой, она вообще была коротенькая, из нескольких пунктов состояла. Может быть, реально тогда взять какое-то переходное положение сделать, а уже потом пусть избранный парламент и профессиональное сообщество подготовит за там, несколько лет нормальный полноценный вариант с учетом текущей обстановки политической. Поэтому я там не сторонник того, чтобы выпустить какой-то большой трактат или талмуд какой-то конституционный, а может быть реально основные положения, которые закрепят те или иные условия функционирования государственных институтов и органов. Дальше какие-то нормы, они и так в законах прописаны, даже в действующих законах белорусских. Главное здесь именно определить какую-то политическую модель и конструкцию. Может быть, можно и остановиться на какой-то малой конституции. Тот проект, который предложен под авторством Анатолия Лебедько, ну, он тоже достоин определенного уважения. Может быть, стоит и на него обратить внимание, но если какие-то есть спорные моменты, может быть, стоит их изъять из этого положения, оставить какой-то вот более общий формат, именно обязательно с переходными положениями. Я считаю, что главным пунктом этой переходной конституции должен быть ключевое положение, которое, наверное, там где-то должны быть закреплены, о том, что с момента вступления в действие новой народной конституции полномочия
действующих органов власти прекращают свою работу и дальше объявляются автоматически досрочные парламентские и президентские выборы. Это могло бы позволить завершить политический кризис. Я считаю, что это обязательно должно быть в любом варианте Конституции. Можно там говорить о Конституции 1994 года, даже можно говорить о действующей Конституции, если бы она выполнялась. Вопрос еще выполнения Конституции. Поэтому я думаю, что тут вопрос, нужно какой-то консенсус найти, но это не главное. Главное, что есть стремление все-таки предложить проект, который был бы поддержан обществом и который бы продемонстрировал как раз инклюзивный диалог, которого в Беларуси не хватает. И я считаю, что в разработке народной конституции могут принимать участие и представители государственных органов власти. Я считаю, что они тоже должны, если не хотят, как-то вовлечься в эту работу, потому что они на самом деле никого не позвали и не пригласили в свое конституционное собрание. Я считаю, то, что сейчас Лукашенко делает, вот в частности с разработкой своей конституции, это абсолютно узурпация власти, еще одна версия. Потому что комиссия, которую он создал, конституционная, она незаконна, она нелегитимна. Это захват власти получается таким образом с помощью силового метода, потому что документы, которые выпускает эта конституционная комиссия или подготовила, они не имеют никакой юридической силы, на мой взгляд. Поэтому это еще один показатель того, что власть сегодняшняя будет использовать любые рычаги, чтобы остаться и сохранить каким-то образом свое влияние. Поэтому народ имеет право сказать свое мнение. И сейчас зависит все от воли, стремления, желания людей вовлечь себя в эту работу. Ось вчора ми розмовляли з політологом Вольгай Харламовай. Ейним меркаваннем тое, што адбываецца цяпер учора і нават сёння працягваюцца зачысткі, інакш не назваць, у сродках масавай інфармацыі, гэта ўласна і ёсць падрыхтоўкай да рэферэндума аб гэтай лукашэнкаўскай канстытуцыі. Што будзе, калі такі рэферэндум адбудзецца хутчэй, чым такая народная канстытуцыя будзе гатовая? Я думаю, значит, надо ускориться в любом случае по каким-то моим оценкам и суждениям. Я предполагаю, что действительно Лукашенко торопится, видимо, со своим проектом, со своим референдумом. Возможно, по некоторым оценкам он его в ноябре проведет. Ну, давайте такой диапазон ноябрь-январь, наверное, вот такой вот период, когда он, видимо, готов будет выйти своим проектом. То есть времени осталось примерно полгода до момента вот всей этой кампании, или когда это он запустит, непонятно. Вот, конечно, он любит всегда опережать события, поэтому надо быть готовым к тому, чтобы оперативно представить какой-то рабочий вариант и сказать, вот вариант, который народ требует выставить. Если Лукашенко вынесет только одну свою конституцию, выбор будет невелик. Выбор между действующей конституцией и новой конституцией. Оба авторства Лукашенко. Конечно, это плохой вариант для страны, потому что даже в случае бойкота Лукашенко скажет, ну вот видите, Конституцию бойкотировали, остаемся по-прежнему, я до 25 года буду главным. А если предлагает новую Конституцию, он там где-нибудь себя пропишет главой Совбеза или Всебелорусского народного собрания, он скажет, вот видите, народ поддержал, и я снова буду царствовать. Вашим меркаваннем, які будзе галоўны пасыл в гэтай лукашэнкаўскай канстытуцыі? Што ён зробіць? Это будзе сапраўды падрыхтоўка да нейкага сыходу, да пераемніка? Ці ён просто зменіць свой статус? Он сменит свой статус, он, я думаю, покинет пост президента, а после этого, ну как он себя называет сейчас президентом, перейдет на какой-то другой уровень, либо возглавит Совбез страны, где получит весь силовой блок в свои полномочия, либо возглавит так называемое Всебелорусское народное собрание, которое будет определять какой-то курс, повестку, и тоже будет там он главным генеральным секретарем Всебелорусского народного собрания с полномочиями силового блока и так далее. И какую-нибудь куколку поставит в виде президента, или как его по-другому назовет, и скажет, а вот вы его избрали, а я сбоку, я же не президент, он будет кричать всем. Вот. Но это, еще раз говорю, не разрешит политический кризис, потому что Лукашенко никуда уходить, естественно, не собирается добровольно. Докладно Лукашенко не збираецца сыходзіць, хоць бы таму, што, як ён прапанаваў Владимиру Путину працягваць інтэграцыю до 2030 года, я так уяўляю, што ён збіраецца распавядаць пра гэтыя шматпакутныя дарожныя карты, ці як яны там будуць называцца праз 9 год і праз 9 год. Вашым меркаваннем, ці, ну, мы ведаем, што Россия не раз намекала, або і нават казала адкрыта, што неблага бы правесці канстытуцыйную рэформу, Александр Егорович, ці пасля правядзення, ну, бо электаральная кампанія ў Беларусі ўмеюць праводзіць са слушнымі вынікамі, ці калі Лукашенко прадставіць чарговае 80%, скажем, за ягоны варыянт канстытуцыі, ці гэткім чынам ён атрымае большую падтрымку з боку Расіі?
жить в репрессиях и терроре – это не решение проблемы. Поэтому я думаю, что и Россия прекрасно, и не только Россия, и другие партнеры понимают, что в условиях текущей обстановки рассчитывать на какие-то честные там выборы невозможно. Поэтому мне кажется, что референдум должен проходить при посредничестве или, может быть, под внешним наблюдением, полным внешним контролем, может быть, ОБСЕ и каких-то других структур, институтов международных, которым доверяют. Давайте будем реалистами. Навряд ці Лукашенко дозволить себе провести референдум по таким завгодно вонковым контролям. А коли казать про то, поверить ці не, партнеры, которых засталось на пальцах одной руки перелічить, то сама Росія прямся відкрито, публічно прямся каже, що ось видатно, Олександр Григорович, докладні Владимир Макеев, Сергій Лавров казав, видатно, що у вас ведеться інклюзивний діалог за позицією, значить, хутко буде нека конституційна реформа. Тобто Росія вірить в те, що, або каже, що вірить в те, що йде некий діалог, тобто, максимально вони повірять і в виніки, які представить Александр Григорович, або скаже, что верить в эти выники? Ну, вы знаете, может быть, здесь более тонкая тактика. Если предполагается, что через конституционную реформу Лукашенко уходит с нынешнего поста и переходит на какой-то другой пост, может возникнуть ситуация двоевластия. А когда двоевластие, можно и быстро избавиться от того, кто стал очень токсичен в рамках действующих механизмов конституционных. Сапраўды, але абы такія палітычныя змены адбываліся пад кантролем беларусаў. Дзякуй вам вялікі за размову. Не толькі журналісты сёння затрымалі лекара-артадонта Настасю Родзішаў. Затрыманне медыкаў ва ўмовах пандэміі даўно, на жаль, перастала здзіўляць. А з краіны ўжо мусілі ўцячы валанцёры, которые летась намагаліся дапамагаць дзяржаве, которая не прызнавала пандэмію і небяспеку каранавіруса. З адным з іх, актывістам ініцыятывы «Бай COVID-19» ужо у Киеве, размаўляла моя калега Ірына Кананенко. Метался пожар, Колумбой, позабылись ради металли. В данный момент я координатор фонда медицинской солидарности Беларуси. Мы помогаем репрессированным медикам, которых уволили за свою гражданскую позицию, найти новую работу, получить юридическую помощь и получить финансовую помощь в случае, если она необходима. Мы ищем работу, в принципе, по самым востребованным странам. Это Польша, Чехия, Германия, Литва, Украина. То есть это вот те страны, куда преимущественно едут работать наши медики. Сейчас мы обладаем теми цифрами, что за свою позицию по политическим мотивам уволено около 100 медиков в Беларуси, и многие из них, с ними сейчас не продляют контракты, то есть они окажутся фактически без работы, потому что в Минздраве Беларуси существует черный список медиков. Это те медики, которые так или иначе участвовали в протестах, высказывались в СМИ, высказывали свою гражданскую позицию в соцсетях. Мы понимаем, что выезд большого количества квалифицированных медицинских кадров из Беларуси неизбежно повлечет за собой проблему в системе здравоохранения в целом. Уже сейчас огромный дефицит в Беларуси медицинских кадров, который составляет более 10 тысяч человек. И несмотря на это, продолжаются ежедневные репрессии, ежедневные увольнения по политическим мотивам. Мы в первую очередь против насилия, потому что мы с этим сталкиваемся каждый день, и мы с этим боремся, и мы желаем, чтобы был мир и чтобы была свобода. В Украине же существуют определенные бюрократические сложности с трудоустройством медиков, и мы в том числе сейчас пытаемся найти какие-то упрощенные алгоритмы для того, чтобы не нужно было собирать такое огромное количество документов, справок, там, которые сейчас требуются для того, чтобы белорусскому врачу устроиться на работу. Сейчас это около десятки человек, но продолжают приходить запросы. За этот год, наверное, даже полтора, моя жизнь очень сильно изменилась, потому что я был таким, как это можно выразиться в кавычках, таким белорусским селебрити.
фитнес-модель, тренер, там, актер, постоянно снимался в рекламах, в каких-то, в кино, были какие-то коммерческие, некоммерческие съемки, ходил по светским мероприятиям, тусовался активно. Год назад, с начала эпидемии ковида в Беларуси, когда стало понятно, что государство становится фактически диссидентом в этом вопросе и идет по классической советской схеме, как было во время Чернобыльской катастрофы. Это изначально замалчивание проблемы, отрицание, замалчивание, преуменьшение там последствий и так далее. И Беларусь пошла по тому же самому пути. То есть изначально они же как силами КГБ и спецслужб пытались вообще отлавливать вот эти контакты людей, кто приезжал. Но приезжал куда? В Беларусь, кто привозил, скажем так, случаи ковида, да, но поскольку инкубационный период там достаточно долгий, порядка 2-3 недель, отловить все контакты это невозможно. То есть они пытались изначально административным путем это как-то решать, отрицать. И до сих пор вся статистика, которая идет от Беларуси по ковиду, она очень жестко фальсифицируется. Фальсификация идет на всех абсолютно уровнях, начиная с момента постановки диагноза и заканчивая теми цифрами, которые идут от каждого учреждения здравоохранения дальше в Минздрав. В самом Минздраве они еще раз фальсифицируются. И в конечном итоге мы получаем цифры очень далекие от реальности. При этом, если можно как-то скрыть случаи заболевания, то есть, человек там в легкой форме перенес, либо бессимптомно, либо там в тяжелой, но не обращался за помощью, вылечился. Сверху же шло указание о том, чтобы не ставить диагноз. То есть даже если у человека вся симптоматика налицо, ему просто говорят, у вас ОРВИ или пневмония, и лечили там по своим каким-то протоколам. То смертность не так-то просто скрыть. И сейчас, по разным оценкам, количество смертей за последний год от ковида может достигать от 30 до 50 тысяч случаев. При этом официальный Минздрав пишет цифру в 3000 человек. Buy COVID-19 это был не фонд, это была гражданская инициатива, которая объединила в себе прежде всего каких-то, возможно, активистов гражданского общества. И, что самое важное, подключилось большое количество бизнесов. И вообще в истории Беларуси это первый случай такого очень плотного и плодотворного взаимодействия государства, с одной стороны, частных крупных бизнесов и гражданского общества. А государство с чем помогло? Главная помощь государства была в том, что они нам не мешали. Потому что изначально, когда мы только начинали привозить в больницы средства индивидуальной защиты, маски, респираторы, там, комбинезоны, некоторые главврачи опасались брать эту помощь, потому что боялись, что им может прилететь. Мой первый административный арест был в 2011 году. Произошла мощная девальвация, и на улице начали выходить люди, далекие от политики. Это не были такие классические акции протеста, которые организовывала оппозиция. Оппозиция там была вообще ни при чем. То есть это было абсолютно стихийное, такое народное, скажем так, скорее даже флешмоб, может, какой-то, когда люди каждую среду вечером выходили на центральную площадь своего города, молча стояли, аплодировали и расходились. Сколько я там отсидел? 7 суток, по-моему, что-то такое. Когда просто шел по улице, вышел. О, люди, класс, давайте. Это было для меня удивительно, потому что я не ожидал, что меня могут арестовать. И вот в 2020 году выборы. Естественно, мы еще весной до выборов понимали, что что-то будет. Но наша инициатива Buy COVID-19 дистанцировалась тоже от политики. Мы не делали никаких политических заявлений. И на следующий день после выборов мы с моим другом решили просто поездить по городу и посмотреть вообще, что происходит. Потому что был отключен интернет, не было никакой информации о том, что происходит. Было только понимание, что были какие-то жесткие разгоны. В какой-то момент мы заехали во двор в центре города. Нас выезд из
двора перегородил бусик. Оттуда выскочили ОМОНовцы, попросили нас выйти из машины. Мы вышли. Нас посадили в бусик, отвезли к Стелле Минск город-герой. Там перегрузили в автозак. Потом привезли в РОВД. Ну, естественно, по дороге мы там немножко нас мутузили, но не сильно. Ночь мы провели в РОВД. И потом на следующее утро, когда нас уже перевозили в ИВС, нас вывели во двор, и тогда началась жесть. То есть мы, когда вышли во двор, мы увидели взвод ОМОНовцев в полной экипировке, в масках, с дубинками наперевес. Ну и поняли, что нас сейчас будет месить. Нас начали избивать очень жестко, стягивали пластиковыми стяжками руки за спиной и закидывали по одному на пол автозака. Причем укладывали людей в несколько слоев, параллельно очень сильно избивая там руками, ногами, дубинками, ну то есть просто вот в максимальную силу пытаясь, я не знаю, ну у меня было ощущение, что нас вот прям вот убивают. При этом люди кричали, молили там прекратить, очень многие там теряли сознание, там, извиняюсь за подробности, кто-то там ходил под себя. И вот так вот нас, я не знаю, минут 20-30, наверное, избивали, пока они сами не устали. И отвезли потом в ИВС, в Жодино. У меня было сотрясение мозга, я вообще потерял сознание в автозаке. До сих пор у меня сейчас немножко клинит шею, потому что был подвывих шейного позвонка из-за удара дубинкой. Продержали 3 суток и без составления протоколов выпустили. Мне из нескольких источников написали люди, что Андрей, если ты ждал момента, то он пришел. Я такой, да нет, ну в смысле, как так? Нет, я же сейчас вот... Мне говорят, ну хорошо, типа, давай хотя бы там на 2-3 недельки съезди, просто переведи дух. Я думаю, ну ладно, хорошо, 2-3 недельки я уеду, можно. Ну, рюкзачок за плечи, шорты, маечка, билет на самолет. И я в Киеве. И уже после этого пришло понимание, что решение было принято правильно. Что буквально на следующий день посыпалась волна арестов там всех блогеров, всех, кто активно как-то высказывался. Ну и вот, как-то так. Никто не знает, как изменится ситуация в Беларуси. И я практически каждый день думаю о том, как я вернусь и что я буду делать там. И вот я живу вот этим. Пашанцавала, што трапіў у рукі расійскіх сілавікоў, а не беларускіх. Мінчанін Мікалай Давыдчык даўно жыве ў Расіі, у Маскве, мае там сям'ю. Аднак леташнія падзеі на радзіме не змаглі пакінуць яго абыякавым. У выніку беларускія сілавікі патрабавалі яго на экстрадыцыі, і ён быў вымушаны пакінуць Расію. Цяпер жыве ў Польшчы і сёння з намі на сувязі. Спадар Мікалай, распавядзіце, калі ласка, як так атрымалася, што пасля столькіх гадоў жыцця і працы ў Маскве вам за палітычную пераследу на радзіме ў Беларусі давялося переехаць у Польшчу? Получается, в 2020 году как раз у нас наступил карантин. В отличие от Беларуси, в России был довольно жесткий карантин. И в это время я просто, так как было много свободного времени, начал изучать, что происходит в моей стране более близко. Получается. И наткнулся на видео именно стримов Сергея Тихановского, когда он был у меня в родном городе Лида. И после этого стрима узнал, что людей, которые просто-напросто участвовали в нем, задерживали, давали штрафы. Ну, это меня жутко возмутило, то есть я всячески хотел помочь как-то этим людям. То есть вышел, нашел чат Лида для жизни, телеграм-канал, телеграм-чат, и начал просто там общаться с людьми, предлагая какую-то свою помощь. То есть в дальнейшем, так как я по своей деятельности в России занимался бизнесом, и у меня был небольшой YouTube-канал просто по бизнесу, то есть предложил создать YouTube-канал «Лида для жизни». То есть был создан YouTube-канал, а также сам предложил, так как уже начались преследования администраторов по всей стране, вылавливали уже нашу госбезопасность, то я предложил, давайте
на меня владение чата перенесите, потому что я нахожусь в России в более-менее безопасности. Меня, ну, грубо говоря, на цьому этапе я понимал, что меня никто трогать не будет. Ви були таким московським кукло-ляльководом, як кажуть, так? І... Ну, типа того, да, если можно так сказать. Я бы не сказал, конечно, кукловодом, но то есть мы занимались немножко другими вещами, то есть это именно не обработка людей, как делает государственная пропаганда, а именно стараться донести того, чтобы люди думали своей головой. І як білоруські правоохоўнікі, так, як беларускія сілавікі до вас дацягнуліся? Как я понимаю, насколько я понимаю, российские ФСБшники работают довольно просто по запросу белорусских коллег, так называемых. То есть, но они не ищут сами, ну, как мне известно. То есть если наши белорусы знают, где находится гражданин Беларуси в России, они посылают запрос в ФСБ, и те без особого упирания ловят этих людей. То бок до вас прыйшлі ФСБшнікі, і як, каго яны чакалі злавіць, так? От, які яны атрымалі запыт ад, як каго яны шукалі координатора революции, ляльковода, як до вас ставіліся гэтыя ФСБшнікі? Вот изначально, когда меня, ну, то есть словили на улице, грубо говоря, там не было такого брутального задержания, как наши производили. То есть это вежливое общение, пройдемте с нами, пошли в куст съели. То есть они ко мне изначально первые минуты, они вот так серьезно относились, рюкзак, не двигаться там. То есть радикально террористический я для них был изначально. То есть в процессе разговора, ну, где-то уже минут через 5, они начинают понимать, что, ну, я обычный человек, да, обычный гражданин, у меня семья, ребенок, я не занимаюсь вот прям терроризмом каким-то и все остальное. То есть и сразу отношение изменилось. То есть да, они меня сдали в дальнейшем уже, ну, там, в ВД, но отношение было такое корректное. То есть они... Была такая даже шутка, что, ну что, давайте мы сейчас вас поснимаем на фоне герба, как у вас это делается, и смеялись между собой. То есть я понимаю, что они сами к этому относятся как к полному идиотизму, что творят наши. Потому что красной линией вообще через все мое нахождение в России и общение с силовиками российскими шло то, что они не понимали, как, ну, вот уровень жестокости, который производят их коллеги. Потому что если что у нас, что российская пропаганда использовала такие вещи, как хотите, как в Украине, когда они пугали нас переворотом и все остальное, то я могу сказать так, я у нескольких людей, у полицейского, у сотрудников ФСИНа тюремного слышал такие вещи, хотите, как в Беларуси. То есть они пугают не в плане переворота, а пугают в плане, хотите, такой же жести, как силовики производят в Беларуси. То есть они не хотят этого делать. Они мне говорили несколько раз, что... Яны так кажуть затриманим, так? Да, то есть, ну, вот когда мне в процессе общения со мной, потому что я человек довольно общительный, и они расспрашивали, конечно. Они тоже, конечно, подвластны пропаганде российской. Ну, вы тоже сами помните, что когда у нас начались эти августовские события, Россия была, ну, правду показывала, да, как их избивали, их же репортеров и все остальное. То есть, когда уже им дали сигнал из Кремля, что это наши друзья, сразу переобулись и обратную сторону начали показывать. Но вот это вот изначально люди помнят. И граждане России помнят об этом. И вот сотрудники МВД российского тоже об этом в курсе. И когда они говорили мне, не понимаем ваших сотрудников милиции, и говорили, они у вас что, бессмертные, что ли? Незважаючи на ставлення там ФСБшників, силовиків, вам довелося некий час провести за кратами в России. Як это отбылось, чему? Там просто согласно договору от 1993 года между странами Содружества, то есть они обязаны друг другу выдавать тех, кто числится в розыске. То есть как даже мне сама прокурор объяснила, изначально она сказала, когда увидела данные по моему делу, она долго смущалась и говорила, что я, скорее всего, вас отпущу под домашний арест. Потому что, говорит, она прямым текстом мне сказала, что в России за это штраф. За что за это? 342 статья, ну вот как организация, в российском законодательстве тоже там от года до 2 или от года до 3 тоже идет то же самое. Но у них действует так называемая система, когда человек в первый раз попадает, ну, то есть в Беларуси этого нет, да, то есть за первое попадание тебе будет штраф, ну, как бы если ты второй раз попадаешь, да, тебя уже посадят, получается. А в Беларуси у нас не первый раз тебе могут 10-15 лет дать, то есть никто не будет спрашивать. Поэтому там отношение было вот следующее, то есть когда берут человека, который никогда не попадался, они к нему относятся как бы, ну, нисходительно, что у тебя есть шанс еще побыть на свободе, так сказать. Но после того, как я пробыл в прокуратуре, где-то часа 2 она сказала, ожидайте. После этого пришел сотрудник полиции, сказал, что по запросу прокуратуры Беларуси коллеги ей сообщили, что только задержание, отпускать ни в коем случае нельзя. Ну и меня сразу повезли в ВВС в тот же день.
Ви чулі, натуральна, розповіді з того, читали, слухали ураження людей, які пережили застенки, інакше не назвати, білоруських СІЗА і ВСУ, так? Як це відбувалося у Росії? Я готовился, конечно, читал все эти новости, какая дичь происходит в белорусских тюрьмах. Это ведро вместо туалета, это отсутствие матрасов и все остальное. То есть я готовился к этому. И даже когда я попал в первый ВВС московский, увидел, лежит матрас, мне выдают одноразовое белье. Ну, все такое, как белорусских, я не знаю, туб-диспансер какой-то, да, какой-нибудь находится. Я тогда спросил даже у местных, кто там был уже, такие матерые зэки, я говорю, а СИЗО страшнее, чем здесь? Они говорят, да нет, ты что, говоришь, здесь очень плохо, в СИЗО это вообще шоколад. То есть и когда попал уже в СИЗО, то есть это вот, ну, банально даже сравнение с нашими, это отдельный туалет, отдельная комната, унитаз там есть, соответственно, это белье меняется еженедельно душ, каждый день прогулки. Ну, еда, понятное дело, это не санаторий, но в любом случае, как бы, кормят и все остальное. И отношения — это самое главное, что сами сотрудники ФСИН, в каждой камере есть видеокамера, на каждом сотруднике есть видеокамера. Им не то, что запрещено трогать заключенных, они даже матом особо не могут кричать на заключенных. Гэтая справа, незважаючы на то, што гэтая справа далёка не пайшла па каардынацыі пратэстаў, так, вы все-таки былі вымушаныя так з'ехаць з Расіі? Я скажу так, что когда меня освободили, ну, меня, понятное дело, очень-очень это огромное спасибо. Очень много людей помогало, это и диаспоры с разных стран, белорусов. То есть я, честно говоря... Даруйте, сколько вы провели за кратами? 1,5 месяца. Получается, 17 марта меня забрали, 28-го сначала освободили, потом еще на сутки был задержан, 29 апреля окончательно я вышел на свободу. Ну, мне штраф только сказали, 5000 рублей российских оплатить, который был сразу погашен, и все, меня отпустили. То есть, когда я вышел, ну, понятное дело, очень много людей, которые мне звонили, кто-то поздравлял, но были отдельные люди, которые, у них есть так называемые связные среди силовиков в Беларуси, в среде госбезопасности. То есть мне сообщили таким образом, что тебе надо срочно уезжать оттуда, потому что с тебя не слезут. Ну, это было прямым текстом, как бы мне смешно. Тем не менее, вы съехали, теперь вы у Европейским зв'язі, в Польщі. Какие планы теперь? Вы будете вы ввогуле маете яшчэ нейкія сувязі з людьми, которые были в чате? Что вы собираетесь робить? Ну, а мы до победы продолжаем все то же самое делать. Тут как бы это ни звучало интересно и смешно, что раньше я, ну, когда занимался своей деятельностью, обо мне знало только пару человек, особо приближенных, кто я, где я нахожусь и все остальное. То есть, ну, после того, как обо мне сообщили и сами сделали так, что вот он есть, да, я сейчас понимаю, что на родину мне путь закрыт. Пока мы режим не уберем, то есть все, как и многие люди, которые хотели бы вернуться на родину. Потому что я хоть и столько лет, 19 лет жил в России, у меня всегда было желание вернуться назад в родную Беларусь. То есть я постоянно ее посещал, но сейчас у меня это закрыто. То есть Россия — это опасное место для меня, хоть у меня там есть семья, я понимаю, что по любому запросу, по любому какому-то щелчку опять может начаться преследование мое. Ну вот единственный вариант пришлось. И понимаешь, что, ну, раз уже влез в это дело, как говорится, и назад пути нет. Тем более, когда видишь, что все больше и больше наших людей задерживается, ну, сложно молчать. Надо работать дальше. Шмат хто расчараваны, шмат хто баіцца пасля падзеяў апошняга года. Вы як думаеце, дэмакратычныя сілы, тыя, хто прагнуць пераменаў у Беларусі, сталі бліжэй да перамогі за гэты год? Мое видение такое, что вот когда люди, знаете, говорили, что в августе надо было что-то делать жестко, делать быстрый переворот и все остальное, пример Киргизию, там другие страны приводили. Как бы даже ужасно не звучало, но мое мнение, что все в неком роде течет так, как оно должно было быть вот в тот момент. Потому что за этот год действительно концлагерь, который я сейчас по-другому не могу назвать нашу страну, черное стало черным, белое стало белым, получается. Потому что если бы в августе это все быстро случилось, мы бы не узнали о судьях, мы бы не узнали о милиции определенных людей, мы бы не узнали о вот этих директорах на заводах, фабриках, которые сейчас силком таскают всех рабочих. То есть так как вот это время очень долго прошло, все вылезло на поверхность. Сапраўды, у найбольшай цемраве найлепш бачныя людзі, которые трымаюцца з стороны добра. Дзякую вам вялікі за размову.
Спадарства беларускае КДБ заявіла, што увесь сілавы блок краіны, гэта цытата, працуе над пошукам асобаў, што ёсць у дэструктыўных чатах. Уся каралеўская конніца, уся каралеўская раць. Сапраўды, чым ім заняцца, акрамя пагромаў у рэдакцыях, ды пошукам людзей, у якіх ёсць тэлеграм. Ці будзе плён ад гэтай працы? Пытанне, натуральна, рытарычнае. Спадарства для вас працаваў Всеволод Шлыкаў. Заставайцеся з Белсатам.